И по случаю профессионального праздника, который медики отметят в ближайшее воскресенье, в Сыктывкаре подвели итоги конкурса «Лучший врач года». Более 30 специалистов получили награды. Каждый из них самый-самый в своем направлении. Лучшая медсестра, пульмонолог, хирург, терапевт, сельский врач, врач скорой помощи, инфекционист, офтальмолог, стоматолог и многие другие. Все они стоят на страже нашего здоровья. На протяжении нескольких дней каждый из них показывал знания и навыки в своей сфере. И вот пришло время для чествования. Была написана работа, которую оценивала жюри, и, соответственно, в работе представлен опыт работы, необходимое владение клиническими навыками, количество пролеченных больных, проведенных операций. Поучаствовать в любом конкурсе всегда вызов для тебя, поэтому поучаствовать – это интересно, это определенный опыт. Ну и, к счастью, мне улыбнулась удача. Сегодня в коме 15 тысяч медработников. Каждый день они трудятся, не покладая рук. Ежегодно они оказывают помощь более чем 180 тысячам пациентов по всей республике. Каждое учреждение направляет списки лучших из лучших. Там медсестер, фельдшеров, это и больницы, это и фельдшера в селах отдаленных. Дальше собирается рабочая группа в Минздраве из состава самых опытных, уважаемых, авторитетных врачей и медсестер, в том числе представителей ассоциации, медсестрской ассоциации врачей и врачебной. И общим составом, в том числе с моим непосредственным участием, мы выбираем коллег, готовим эти списки. Лучших, говорят в профильном ведомстве, нужно поощрять как можно чаще. Теперь это делают несколько раз в год. Такой вот нематериальный стимул к новым достижениям, что немаловажно, особенно сейчас, в такие, без преувеличения, непростые времена.